Здравствуйте. Еще раз, это программа «Интервью». Мы по-прежнему говорим о голосовании, о выборах. И у нас в гостях политолог, доцент УГНТУ и кандидат экономических наук Константин Кузьминых. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эти выборы, да, потому что мы выбираем депутата Государственной Думы и не только, но об этом чуть позже, да, я вот в контексте трехдневного голосования для начала хотел бы спросить. Новшество трехдневного голосования включает в себя элементы опыта Европы, да, и других стран. Здесь еще, наверное, вопросы ковида, которые важны для безопасности наших избирателей и жителей. Немаловажная роль, потому что люди должны себя чувствовать в безопасности. Чем меньше будет народу пропускной, чем будет лучше организована система дезинфекции. Там вот то, что у нас маски, обеззараживание рук, там все это на участках, конечно, присутствует. Это очень важно. И я думаю, что трехдневное голосование, наверное, в большей степени удобно для людей. Сейчас также у нас сады, да, и поэтому кто-то... Ну да, сбор картошки, да, и закрытие дачного сезона никто не отменял. Кто-то уже, может быть, и проголосовал, и уехал, но основная масса, наверное, будет голосовать в воскресенье по привычке. Люди у нас консервативные и своим привычкам в большей степени не изменяют. Ну вот были ли опасения о том, что это отразится на явке как-то? Явка у нас в республике всегда была большая, да, это мы видим по статистике. Я думаю, что дан выбор людям для того, чтобы они обязательно пришли и проголосовали. Все-таки, я думаю, человеку удобнее выбрать из 3 дней, чем в один день, хоть он и выходной, да, пойти поголосовать. Потому что люди не только в одиночку ходят голосовать, но и, конечно же, семьями, соседями и так далее и тому подобное. Если уж о явке заговорили, вот этот вот проект «Рахмат», да, он, по-моему, был на предыдущих выборах опробирован. Я уж точно не знаю. Как вы думаете, это стимулирует как-то избирателей или нет? Вы знаете, все новое любопытно для избирателей, и, значит, какие-то новшества, они всегда вызывают интерес. Я думаю, что таких новшеств может быть и больше, да, но в то же время люди всегда привыкли, я помню выборы, которые были в 90-е годах, да, когда приходишь на участок, там музыка, значит, гармонь, пирожки, да, гармонь, творчество. Значит, даже продавали дефицитные товары. Ну да, ну да. Да, я помню тоже в советские времена, да, когда я еще, конечно же, не голосовал, именно за дефицитом туда и ходили. Да. Да. Скажите, пожалуйста, вот то, что у нас очень активно молодые люди, да, это уже мы видим как бы по тем людям, которые приходят на избирательный участок, все больше и больше и больше молодежи, да, приходит и голосует. Вот с чем это связано? Это какая-то рост политической культуры, либо, ну, людям уже не все равно, да, что там будет, кто будет сидеть во власти и в чем причина? Молодежь — это, конечно же, наше будущее, и здесь очень важно, чтобы они уже сейчас не только приходили на участки, но и разбирались в политических программах партии, что предлагают партии, в какую жизнь они идут, да, в течение там, ближайших как минимум там, 5 лет. И хочется сказать, что молодежи очень важно голосовать. Сейчас по статистике всего 58% молодежи интересуются предвыборными программами. А в предвыборных программах есть много интересного и для них, потому что их касается предложений некоторых партий, отмены ЕГЭ, усиления всестороннего интеллектуального развития, значит, в СПО, в высших школах и в простых школах. Конечно же, вопросы молодежи стоят очень на повестке всегда у нас важными, да. В то же время молодежь растет, она у нас хоть и современная, хоть и в интернете, но всегда знает, что она хочет, но ей, конечно же, нужно больше уверенности, больше активности идти и голосовать
за свое будущее. Коль уже заговорили о программах партий, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, собственно, вы, с вашей точки зрения, экспертное содержание? Я не прошу сейчас называть какие-то политические силы, да, но мы и права этого не имеем. Вот, но все же. В предвыборных программах партии довольно разные и по объему эти предвыборные программы, от одной странички до, соответственно, большого там труда объемом там в курсовую работу, допустим. В то же время вот эти предвыборные программы в большей степени, конечно, популистические и нереальны, к сожалению. Есть какие-то соцсоревнования между партиями, кто даст больше количество МРОТа, допустим. То есть одна партия предлагает 20 тысяч рублей, вторая 25, и третья, значит, 30 тысяч рублей. То есть соцсоревнования. Но значит, это же хорошо. Почему вы говорите популистски? Потому что это все в бюджетные возможности упирается или что? Дело в том, что с экономической точки зрения при повышении минимальных зарплат повысятся и штрафы, повысятся и все привязки, связанные с расчетами, да, с МРОТом. Здесь нужно, если сказал А, то нужно, конечно же, говорить Б, и почему именно они это предлагают. Но, к сожалению, повторюсь, партии об этом в большей степени не говорят. Есть программы сильные, есть программы неструктурированные. То есть здесь иногда в программах появляется заявление, значит, имперских характеров, объединить там с СССР опять там, или еще какие-то вещи. Предлагаются вещи, которые реально не могут воплотиться. И поэтому вот молодому поколению с их активностью нужен и аналитический склад ума. Вот как раз предвыборные программы показывают, насколько интеллектуально развиты партии, насколько они реально эти шаги хотят выполнить. Потому что реальность это очень важно, потому что выполнение программ это вот как раз то, о чем мы спрашиваем с наших будущих депутатов. Кого, собственно, выбрали. Кого выбрали, да. И поэтому здесь есть понимание о том, что людям не интересны предвыборные программы, потому что они сличают людей по картинке. То есть им важна картинка, но в то же время из анализа предвыборных программ четко видно, что люди уже не хотят каких-то рамок консерватизма, но и они не готовы меняться. То есть люди в какой-то мере не хотят, вот если брать предвыборные программы, читать их, кто-то не хочет голосовать и так далее и тому подобное. Понимаю. Скажите, пожалуйста, вот если абстрагироваться от нашего региона, поговорить в целом по стране, да, то есть у нас это довольно-таки серьезная, масштабная кампания, в некоторых и глав регионов выбирают, да, субъектов. Вот как вы оцениваете вот тот же вопрос в целом по стране? Ну, здесь кампания, наверное, в этом году отличительна тем, что финансирование, наверное, было урезано, потому что баннеры, началось активное продвижение кандидатов только в последний месяц, да, перед выборами. Обычно же за 6 месяцев начинаются предвыборные уже подготовки, но в рамках тех бюджетов, которые они действуют, они, соответственно, и предлагают масштаб своих компаний. Да. И тут очень важно, что есть дебаты, и наши избиратели могут познакомиться, и познакомились, наверное, уже в прямом эфире, когда люди, образно говоря, спорят и доказывают, почему именно за них надо голосовать и кто они такие. Понимаю, что говорить об этом рано, еще и ход голосования идет, да, и подсчеты будут вестись наверняка не одну ночь и не один день. Но, тем не менее, хотел спросить, вот как вы видите, какую структуру, да, Нижней Палаты Российского парламента, Государственной Думы следующего созыва, изменится ли она кардинально или нет, по вашему ощущению? Я думаю, что останется некий костяк в Госдуме. Придут, конечно же, новые люди.
Но тут важно, насколько эта новая Дума принесет пользу своим избирателям, да, потому что законодательные акты, предложения иногда шокировали, которые были там приведены в течение прошлой Госдумы. И здесь на первое место, конечно же, я считаю, что должен быть выдвинут интеллектуальный капитал и вообще интеллект любого нашего депутата Госдумы для того, чтобы они, ну вот как и в предвыборных программах, не писали какие-то неизбыточные вещи, а были на земле, были вместе со своими избирателями, жителями. И, конечно же, больше хочется законов для жителей, для улучшения их самочувствия. Тот же вопрос, да, но уже опять вернемся в республику. Мы выбирали депутатов Горсовета, да, продолжаем выбирать. Как вы думаете, изменится ли состав, поменяется ли, обмолодится ли, может быть, да, состав депутатского корпуса в столице Башкирии, в столице нашей республики? Ну, видно из кандидатов, что действительно есть новые лица. Видно, что они стараются, встречаются непосредственно на полях, около подъездов, около многоквартирных домов, общаются с жителями, набирают их наказы. В принципе, наказы везде примерно одни и те же, да, но быть ближе к людям тоже очень важно. И вот молодежь, новые, они стараются, конечно же, познакомиться, потому что иногда вот бывает так, что я ни разу не видел своего депутата по горсовету, по своему округу, как бы не во дворе. Сидел несколько лет и сидит в кресле, да? То есть у нас есть такая тенденция отсидеться, тише будешь, меньше спрашивать будут. Это уже не работает. Конечно же, действительно, люди ждут перемен к лучшему. Скажите, пожалуйста, вот вы как раз говорили о новых да, веяниях, о трендах, о, скажем так, новом облике, да, народного избранника. Что-то вот нового вы увидели в ходе агитационной кампании? Какие-нибудь интересные приемы, фишки? Ну, здесь, наверное, новые средства хороши, типа тиктоков, различные ролики, может быть, и юмористического, и забавного характера, которые предлагают и другие республики, и другие регионы. Да. У нас в основном это классика, это баннеры, в основном это дебаты на телеканалах и какие-то вот мероприятия, то есть прям каких-то вот сверх нового. Ну, не знаю, будем надеяться, что в будущем это будет. Ну и, собственно, ход голосования это покажет, который еще продолжается. Напоминаю нашим телезрителям, что это была программа интервью. Мы говорили с кандидатом экономических наук, доцентом УГНТУ и политологом Константином Кузьминым.